Здравствуйте, Кирилл Петрович. Сегодня мы в гостях у Кирилла Петровича Гаврилева, директора художественного училища якутского нашего. И мы пришли к нему в творческую мастерскую его. И он сегодня нас вообще в первую нашу встречу хочет познакомить со своей схемой, вы сказали, религиозно-философская карта мироздания. Вообще вы рассказали, во время в первой нашей встречи, что вы рисовали эту схему вообще не отрывая руки от полотна, эскиз, начальный. И вообще откуда все это, вообще многие сейчас не понимают, что творчество, оно связано вообще с внутренним состоянием человека. У художников что такое прежде всего внутреннее это состояние и откуда все происходит, откуда появляется это творчество? Это вопрос очень сложный, Сейчас, кстати говоря, многие ученые, ведущие ученые мира, этим начали заинтересоваться. Уже я считаю, что другой уровень заинтересованности стал во всем мире, я чувствую эту заинтересованность со стороны еще и религиозных деятелей, мира, ведущих, Допустим, я знаю, что этим интересуется Далай-лама, и у него цикл лекций про это есть, И буддийская наука, у них это очень сильно интересуется этим, И наша в чем я как дошел до этой жизни такой, если так утрированно сказать, я на художника всю жизнь учился, а художник имеет точку зрения, индивидуалист, И он имеет изобразительное искусство, изобразительное искусство, оно связано с глазами, видением, образным видением мира. Мы наблюдатели жизни, это наша профессия наблюдать. Кто как держится, кто какой характер имеет и так далее, портрет рисующего, Мы все время это изучаем, наблюдаем, и это наша профессия. Этим отличается, И мы молчаливые наблюдатели окружающей среды. Это наша профессия. До этого нас учат. С утра до вечера, в течение 10 лет, это художественное образование, как и в России, очень серьезное образование, Это 4 года училища и 6 лет Академии художеств. Я, допустим, все время наблюдением занимался. Это моя профессия, наблюдать все вокруг. И это то, что мне интересно, я пишу, рисую и воплощаю картины, впечатление получаю сначала, от мира, от объекта я получаю информацию, интересующую, и если меня интересует, то я рисую его. Пытаюсь мысли свои, переваривая свой сознание, мозг, и начинаю воплощать картину, допустим, эти этюды, этюды тоже это перепечатление от природы. Мы всегда, это наша кухня, это каждый год пишем на пленэр этюды, Это наше упражнение, кухня и так далее, Поэтому все время это тренированность, уединение с природой, общение с природой и впечатление от природы. И все время контакт с природой, Мы все время, художник должен быть в контакте с природой, окружающей средой. Если это и есть контакт, тогда образы у нас рождаются. Индивидуальные образы, через свое «я». Через свое «я». Поэтому процесс обучения на художника, художник весь мир изучает. То есть мировое искусство мы изучаем. И в течение 10 лет, Экзамены сдаем, серьезно изучаем памятники архитектуры. И памятники архитектуры это в основном религиозные объекты. Религии, значит, мы знакомы с религиозными этими, какие были, учениями, первобытное время и до современности, какие были, и исторические этапы представления имеем, исторические, как развивалась история всего мира и так далее, Поэтому у нас это представление всего мира, процесса обучения. Тогда весь мир знаем, изучаем, пытаемся. У меня интерес, я вообще
Историей я увлекался еще с детства, да. Но меня даже после 10 класса классный руководитель, историк, да, советовал поступить в университет, это на исторический факультет. Все время на пятерку учился, да. И советовал, все даты знал наизусть, да, все эпохи и так далее, когда были войны и так далее, это мое было, да. И художник тоже, оказывается, это своего рода история, да. А история, она прошлое, да. Вот приступая к арте, да, прошлое, да, у нас изображено внизу, да, вот темное пятно, да, это вот память предков, да. Память предков, она вот карта имеет вот центральную ось, да. И вот это земля, вот память предков внизу, да. И это вот начнем, и вот наверху это вот Чолбон, полярная звезда, и там это глаза видно, да, глаза. Глаз И вот, Бога, да? Волонко, якутском эпосе Волонко, сфера, ось мира через полярную звезду идет, да, недвижущаяся звезда на небе. И оттуда вот Волонко написано, что через эту полярную звезду заглядывает наш мир. Ну, Создатель, Бог. Ну, будем сказать, что это Создатель, да. И вот эта карта основана на концепции взгляда Волонко. Я изучал, тексты Волонко, да. Но я вот это из Национального архива, вот это 65 текстов Волонко конспектировал, да. Это меня интересует как художника, да, интересовало, что это Волонко начинается с описания времени и пространства, да. И про борьбу идет, про сценарий происхождения мира. Волонко с этого и начинается, да. И вот нас, как считается, что мы язычники, да, язычники, и вот это, что такое язычник, я всегда, когда это слово слышал, да, я как-то вот не чувствовал, что это вот они меня ругают, или это плохо относятся, вот, или вот себя, да, возвышает, а я вот как бы язычник, да. А на самом деле, оказывается, вот тут это про язык-то тоже, это на моей карте, да, есть кестл, да, это вот это символы, тыл и слово, язык, слово, все это вот идет, это такое очень большое значение имеет, да, язык. Потому что Олонко это язык. Там это тайна языка и так далее, вот это древние тайные языки там есть, да. Потому что через язык передается эта информация. А в этой информации, если покопаться, там сценарий происхождения мира есть. Да? Вот как я уже сказал, это вот если взгляд Создателя вот верхний идет, и вот в центре у нас это Солнце, да? Мы солнцепоклонники. Национальный праздник поклонения Солнцу, да, и так далее. А Солнце, внутри Солнца происходит это урчатицы, сакаты, изначальные вещества, там процессы, атомная реакция, там первоначальная, это звезда, да, внутри этого происходит очень температура большая и так далее, да. А вот Солнце, да, и Солнце, она в нашем флаге, гербе, Саха есть, да, народа Саха. И вот Солнце, мы солнцепоклонники. И вот Солнце, она дает жизнь, да. Это вот жизнь дает, рука идет, дающая символ знака, символ, это древней Греции, то же самое религия была, да. Солнцу поклонялись, и вот это все аи и так далее, в виде животных, окружающей среде поклонялись, да, как и мы. Да. И вот это, вот таких знаков, рука, подающий знак, символ жизни на серединную землю, да, серединная земля вот у нас, и она через язык слова идет. Жизнь дается через язык слова, кестл, да, священное слово, да, дает, и это она слово должна иметь смысл и мысль, да, мысль. А алгыс, она исходит от человека, да, вот между верхним миром, да, вот это, да, и нижним миром, это серединной землей находится человек. Вот этот человек изображен здесь в виде наскального росписа, в верховьях Лены, таких знаков очень много. Да? Голова человека это солнце, но внутри это крест, это символ веры, да? Крест.
То есть это память предков. Да, керес – это память предков. И в голове у человека должна быть эта память предков. То есть прошлое, да, историю должен знать. И он должен это алгыс говорить, да, ну, восхищаться солнцем, жизнью, которая дающая, да, встреча происходит, да. Вот, кстати, это алгыс, знак алгыс, он имеет это во всех старых алфавитах, старом футарке, новом футарке, вот это скандинавских странах алгыс, так и пишется алгыс. И она вот, наша вот это алгыс, символ вот это такой висит, это изображен в Древнем Египте храме. На столбе, 9 столбе алгыс так и пишется, да. Оказывается, вот мир един того времени, да. Вот у нас наскальные росписи этого периода, да, наскальных росписей 4-6 тысяч лет назад, это Древний Египет и так далее, вот вера у всех одинаковая была. И они говорили алгыс, и дающему солнцу поклоняли все народы мира, да, цивилизации того времени, все от Скандинавии, от севера до юга и востока до запада, все поклонялись солнцу. То есть это наша вера, да, Тангара и Тагаля, ну, вера в Бога, это первородные, мы носители первородной, изначальной веры, естественной, натуральной веры, можно так перевести, да. То есть Тангара, да, Тангара, он создающий вот это взгляд создателя Тангара, Гөрюте, взгляд создателя, вот верхний вот это идет. Теперь это, что касается происхождения мира, да. Вот очень интересные вот это изначальные тексты Олонпо, да, вот про времени и пространство там все описывает, да. И вот я когда конспектировал эти все Олонпо, да, и там это идет описание времени. 65 категорий, примерно вот около 70 категорий времени и пространства описывается, да. 65? Да. И, ну, каждому лонко вот это вот столько лонко, столько вот типа категорий, да. Да. И вот поэтому очень меня это заинтересовало. И потом, как произошел мир-то? В лонко прямо там написано, да, что был сначала там звук. А звук, оно в виде там описывается грома и молнии. Сначала звук слышен был, да, а потом свет появился. Молния. Не было ни низа, ни верха, ничего не было, и началось вот такая, ну, волна началась, да, распространение, расширение, да. Расширение началось, после и звука, началось это первые секунды происхождения этого мира, да, и материи начинается, да, там описание песка, воды, золота, серебра, там все, камней и так далее, вот это произошло. Все это вот, когда материя появилась, да, началось это там, ну, начинается масса, да, появляется тяжесть, масса, взаимопритяжения там вещей, и тяготение начинается, и начинается притяжение больших масс маленьких и так далее, и начинается сформироваться, вот как здесь дархон, вот это звук, да, потом свет появляется, потом материя, и вот эта Вселенная постепенно расширяется, вот цифры Вселенной 108, 45 степени, и вот в хаосе все было, да, а когда масса появляется, да, вот начинается формироваться порядок, да, это Полонхо, система образования середины Земли, вот все это вот этапы, вот это, я нарисовал этапы происхождения до середины Земли, да, и там все время борьба, Охсугу, написано, да, Волонхо, да, хаос, и потом единство противоположностей, борьба, идей, вот это вот все время добра и зла, наверное, вот происхождение. И вот начинается порядок, и серединная Земля образуется, да. Вот я изучал конспектировал эти тексты Лонко из архива, которые до происхождения середины Земли. И вот очень интересная система появляется. Да? Оказывается, вот это наши язычники, так называемые, будем в кавычках, да? Оказывается, информацию это происхождение, сценарий происхождения мира вообще знали, да. Откуда, спрашивается, наши эти
как говорят там западники, что необразованные и так далее, да, где-то вот там на вечной мерзлоте люди, да, пасут, сказители, да, имели такие ну, знания, да, знания. И вот оказывается, вот это тут сказитель, да, Олонко, это сфера Олонко, сказитель имеет это огромное значение, да, сказитель он такой творец, да. Раньше очень много сказителей было, сейчас устанавливается очень много на территории республики, да, и они уединялись. Я много читал этих воспоминаний этих аутентичных сказителей, да, допустим, Дарья Томская вспоминает, что это мне кто-то информацию дает, и я это говорю, говорила она. То есть она уединяется с природой, как и художники, и потом там это, как только рот открываю, она говорит, да, я цитирую прямо, да, что это, у нее информация идет, и она это говорит. Ведь невозможно же учить 65 тысяч строк или страниц текста, да, наизусть. Эта же информация, она вот поступает, и она это говорила. То есть язык, да, текста говорила, в этих текстах, оказывается, очень большой смысл имеет, да, смысл и мысль имеете, да, философская там, это, об этом сейчас наши ученые достаточно много изучили и так далее, да, о феноменах и так далее говорится, да. Но я вот как художник, вот это меня очень тоже поразило, да. Теперь вот насчет этого взгляда, да, ну когда я когда я это читаю, да, держал это архивы, эти оригиналы текстов, да, и вот читаешь первоисточники, тогда я все время чувствовал внутренности, что это меня кто-то смотрит. Вот интересно, да, чувствуешь взгляд со стороны, да. То есть, наверное, вот это просто такое ощущение, ощущаешь, да, кто-то тебя смотрит, да. Ну, в кабинете нет никого, да, а чувствуешь, кто-то смотрит, да. Вот это интересно, да. Потом это... вот это чей глаз, вот это, я взгляд, вот это молдавский взгляд, да, это вот в Тибете, его же поразило, он же путешествовал по Тибете, и вот это Лхасе, да, в центре Тибета, вот в храмах нарисованы 6-метровые глаза. Вот это глаз, вот это глаз. Кто, когда это 6-метровый глаз нарисовал на храме, да, никто не знает, да. И вот он, как офтальмолог, вот воспоминания его Молдашева говорит, что это он спрашивает, никто не знает у тибетцев, да, а глаза есть везде в храмах, да. И он изучил, он же оперировал глаза, да. Нас все время говорят узкоглазые, ничего подобного, да. Вот он, все народы мира, глаза, зрачки, да, единственный орган, который имеет это зрачки одинакового размера. У негра, у европеина, монголоида и так далее зрачки одинакового размера. У женщин, у мужчин все одинаково. Единственный орган, который размером имеет, он это знает, а как оперирующий глаза-то знает, это математически вообще точно, это вообще у всех глаза, зрачки одинаковые. Эти глаза он изучал, все строение глаза все знает, это медик, там известный всемирный медик, и он эти глаза, строение глаза, вот это, такие глаза изучил, оказывается, это глаза, он пришел к заключению, что такие глаза могут иметь только земноводные существа, которые дышат под водой, да. Поэтому там второе, вот как прикрывающееся, да, это есть, да? Века. Да, века такая, да. Строение глаза отличается от наших. Это земноводного существа, вот это. То есть это другой цивилизации, это глаза. Вот оказывается, в Кассе вот это, да? Ну, об этом не будем, это другая история, как бы, да? Ну, я вот нарочно сказал, что это вот глаза Создателя, да? Ну, Танара, да. То есть это сказитель, да, сказитель, про сказителя говорили, да, но вот наши сценарии происхождения, ну, Олонко, да, вот это имеет это начальное, да, происхождение мира, потом серединная земля, там появляются люди, и вот мировое дерево изображается, да, Ал-Лукмас, да, изображается. Вот Ал-Лукмас у меня здесь где?
сокрыто, да, вот Земля, серединная Земля, и человек там находится, вот как основание этого, Человек, соединяющий человек, Землю, да. соединяющий. А вот эта сфера, вот эта, да, сфера веры, вот она, Тангара где-то я написал по-якутски, да, а сфера веры, она охватывает верхний мир, и она вот все ведущие мир, вот христианство, да, все мудрецы, это греческие мудрецы, тут написаны, да, 12 аи наши, да, по Кондакову, да, вот 3 кута, да, Боркут, Салгынкут и Якут, да, и переплетение этих, да, и вот восточные эти мудрецы, да, всех времен и народов, да, и вот Тора, иудаизм, Талмуд, ислам, Коран, Мухаммед, да, все они вот изначально вот поклонялись, связаны с солнцем, потом из солнца первородной религии, да, имеют корни, да, они же не на пустом месте же создавались, а вот основание имеет от нашей, от поклонения солнцу, да, все начинают это, в Библии это все написано, да, и так далее, да, и вот это у каждой веры там происхождение изначально вот, солнца не будет, короче, и всех нас не будет, да, всех религий мира не будет. Поэтому вот и тенгрианство, да, тенгри, да, учение Айы там и так далее, вот это все это, и Тангара. Он Тангара, я считаю, что по-нашему, да, это он и есть университет и абсолют, да, абсолютное. Вот все мироздание он создал, это единый Бог, Тангара, да, первородная религия, вот так. Общечеловеческая религия, поклонение к Солнцу, вот эта система знаний, да, она первородная, да. Все религии берут от этого, да. Поэтому вот мысль в этом, да, вот все вот это Аллук-Мас, это вот весь мир, имеющий вот веру, да, или духовные вот это разные религии, но они корни одинаковые, да, корни едины, да. Сейчас вот это все религиоведы переходят к 21 веку уже к такому, что это все и генетически и так далее, люди все как бы одинаковые, да, независимо от этого. Поэтому все убеждения передовой науки, техники, знания и так далее приходят к выводу, что это все мы братья, люди, да. Вот поэтому вот эта карта мироздания, да. Потом в Алонко, сфере Алонко есть там небесная благодать, спущение небесной благодати. Да. И вот эта небесная благодать оттуда идет. Вот это предполагаемое Урюнгельге, да, рай. Я считаю, что Урюнгельге, небесная благодать, это вот место рая. Да. Нескончаемый, да, бесконечный поток, да, счастья. Где там было вечное блаженство там, и так далее. Да. Урюнгельге. И вот нынче, не будем это, а другая сторона, да, вот я черные дыры, да, называю адом, да. Черные дыра, есть физики, ученые доказали, что это, астрономы доказали, что это черные дыры. В каждой галактике имеются черные дыры, да. Они невидимы, но имеют очень огромную массу, да, и притягивают это, могут притянуть тысячами или тысячи солнц массу могут притянуть, да. Антиматерия, да? Это вот мы это материя, не совсем а антиматерия, а вот да? свойства этого не видят. И вот все это грешники туда попадают и исчезают, короче. Я вот изобразил это такой, да. А в мире есть неизвестность, да. Мы же, темная материя, она, это пространство такое, 90% мироздания занимает там темная материя, да. Кроме звезд, там веществ и так далее, есть темная материя. Ну, это межгалактическое пространство, да. Она имеет, оказывается, массу, да. Массу. Она 90% массы мироздания – это темная материя. Это последние эти, да, вот так, ага. Поэтому здесь это, почему саката – это изначальная частица? Это саката – это японский ученый, это по имени этого ученого, это изначальное вещество сакаты. Поэтому вот атомные процессы, реакция там происходит в Солнце, да. И вот плазма, огонь, да, она, между огнем и этот средой идет, как бы борьба, да.
ну, естественной природы и так далее, да, они противоречащие вещи, но одновременно жизнь дающие, да, огонь. Мы огню преклоняемся и так далее, это считаем, что это частицей солнца, да, огонь. Очаг там и так далее, это мы священный очаг и так далее, вот такое. Здесь в этой Волонко написаны очень интересные моменты, времена описываются. Вот два белых пятна есть, да? Есть времена, описываются те времена, когда было три солнца. Три солнца было, а у нас осталось одно солнце только сейчас. А два солнца исчезли. Прямо так и написано. И две луны было. Две луны было, сейчас у нас одна луна. Вот с Луной и Солнцем вот, физики, сейчас это математики и так далее рассчитывают, что это теоретически это было возможно. А как так? Те времена описываются, когда было два Солнца. Это вообще доисторические такие времена, да. Информация на Волонко есть, да. Вот интересно, да. И вот это тень написано, да, это равновесие, да, знак равновесия тень. Почему у нас называется Тангара, да? Это казахский ученый, это доктор тоже философских наук, да, Безереддинов, если не ошибаюсь, да, у него это, с равновесием, у него это тень и тенгрианство, корень одного слова говорит он, одного слова корня, да. То есть равновесие, мир находится в равновесии, тень. Мы, ну, верхний мир, нижний мир, и вот это вообще мироздание находится в равновесии. Поэтому у нас ну, жизнь идет, да? И тень, и оттуда вот смысл тенгрианства это вот равновесие, да? Равновесие. Добро, зло, то же самое, да? И вот теперь это вот около человека, да? Кут-сюр есть, да? Ну, душа и тело, да? И добро, зло в одном человеке есть, да? И в голове у человека, человек имеет это разум, да, сознание имеет, да, и он познающее сознание имеет. Все время человеку знания нужны, информация нужна, да. Ему вот наш мозг может вместить там столько информации, вообще это все компьютеры мира. Если включить наш мозг одного человека, да, то не выдержит это мощности, да. А управляет эта маленькая лампочка, как мощность этого мозга, да, управляет. Вот чудо мозг, да. И вот мы считаем, что это вот мозг, где вот это солнце, вот еще одинаковые связи находятся, да. Ну, сейчас современные ученые к такому выводу приходят, да. И тайна, вот институт мозга Бехтерева в Москве есть, изучали мозг, но мозг сам себя не может изучить, вот не может до конца, да, все тайны мозга до сих пор, ну, нашему уму, тайны мозга, да, недостижимы, да, недостижимы, да. И вот поэтому это будущее. Потом около человека есть это, ну, на чем держится серединная земля, да? Вот обряды, сертом, да? На любви, ну, вот такой сердаголох, это вот, ну, праведная жизнь, да? И вот, и тут в одной стороне это время, да? Истина, время, старинные времена, календари там и так далее, вот эти все категории времени, да, внутри времени и вечности находится только истина там. Истины невозможно абсолютно знать все прошлое, да, потому что истина, ну, пытаются люди, это времена были серединные века, средние века и так далее, да. Ученые пытались истину, ну, докопаться, да. Абсолютно истины невозможно докопаться, она только время это знает. Время. Про время она Волонко описывает, я же сказал, да, 65 категорий это времени есть, да. Очень интересно, какие там описываются категории времени, да. И пространство тоже, да. Пространство, расширяющееся пространство, да, внутри пространства там, ну, тяготение есть, да, небеса разные, про небо там очень много пишется Волонко, да, или по направлениям света, да, небеса разные и образы разные, да.
Небо, образы разные, да. Они имеют это даже смысл человекоподобного образа имеют, да, небеса. Очень интересно про небо, да. И она наших этих тоже описывается у Кондакова, у Тариса тоже, Лазаря Андреевича, да, очень много это про небо внимания уделяется, да. И образы, да, мне образы интересуют, да, как художника, да. Это как очеловечивается все, да. И небо очеловечивается, и природа очеловечивается, да. И поэтому человек, образ человека имеет все это, да. Про Халлан, она там в образе птицы описывается очень, да, очень такие, да, просто это кладец этих образов. да, и это создатель такой был, художник, наверное, что такие фантазии имеет, да. Если заглянуть, это прочитать, да, то и масштабы какие, да, это мировые же, межзвездные это масштабы же. Имеет это межгалактические даже эти имеют это масштабы, да, там такие грандиозные вообще. И описание дома богатыря чего стоит, да, вообще там ты себя чувствуешь это песчинкой, букашкой, а тут это сосуд там богатыря, чарон или вот такой, да, и так далее, описывается стол, там целые десятки страниц описывается, это вообще фантазии, да. Такие, да, небо, да, и космос, да, и вот внутри и движение все время, расширяющееся пространство, да, и вот все это находится в равновесии, мы уже говорили, и вот в этом космосе имеется входы, да, другие миры. Это как бы вы показали один мир, но помимо этого еще и другие какие-то другие есть миры. Это другие миры есть. Это другие миры. Я вот картину написал «Сказитель», да, и оно сидит, вот это сказитель около печки, вот это внутри балагана, да, около него это зрители, слушатели, да, и вот это потом это мир вокруг синим небом, да, вот это один мир, потом через это опять же это через Солнце или Луну, да, другой мир проходишь, да, и вот он там еще мир, еще вот 9-й, 10-й мир, вот такое изображение композиции я создал, да. Я тогда в картину тоже могу войти и обрести там какой-то другой мир, да? Ага. Про сказителя. У него мысли-то такие, что это вообще не только нашей галактики, а вообще в других галактиках он это, там такие изображения получаются, да. Поэтому эта карта, для чего это я все это изобразил, да? Потому что для себя, чтобы как-то вот так упорядочить или как-то свои мысли перевести в порядок, да. И с другой стороны, кстати, это я не показывая эту карту, я в Новосибирске и так далее вот рассказывал так же, как здесь, да, очень там интересуется этим, да, глаза горят. Вот в Новосибирске выступал в этом центре Рериха, выступал, когда персональную выставку там делал, да, в художественном училище среди студентов преподавателей выступал, там по 2-3 часа вот это рассказывал, да, и все время у них это переходит это вспомогательная правильно вещь воспринимает для... это, правильно воспринимает и очень интересуется, оказывается, вот это внутри Олонко, такие мысли есть, да, у язычников, да, и вот поэтому сейчас вот насчет языка, да, тул. Язык она имеет, когда нас отцы и деды изучили что-то так, плохое слово не говори и так далее, да. Оказывается, когда ученые сейчас доказывают, когда вот звук издаешь, какой-нибудь со смыслом звук, слово говоришь, да, тогда она, оказывается, это вибрация или это мозгу дает команду и всем органам и так далее, и она вот начинает работать.
Понимаете, помимо твоей личности, там подкорка или это внутри, это мозг начинает это, получает это всем органам, начинает это и сердцу, и другим органам вот такое задание дает, оказывается, да. Вот поэтому Опасно, да? Чудо-человек, да, чудо-человек, ходящая тайна. И вот мы, как я педагог, и вот мы группа ученых и соратников там, и так далее, на основе принципа Олонко хотим, чтобы это Олонко школа Олонко, ну, как общественное движение, как мы хотим, чтобы это свои знания передать ну, молодому поколению, да. И вот я как ну, изначально опыт, да, программу написал, да, 5-6 лет тому назад, да, по изобразительному искусству изучаю группу ребят, свою авторскую программу сделал по живописи, рисунку, да, чтобы по этому принципу пытаюсь это детей учить изобретательному искусству, да. У нас сейчас век такой информации, компьютеров, и молодежь в основном общается посредством соцсетей, там, через интернет, через телефоны, да, и получается, что у них больше какое вот через глаза, да, идет набор информации, чем через слова, это вы так говорили, да? Да, проблема современного мира вот в этом и заключается, да. И вот она, это вот сеть интернет и вот соцсети и информация сейчас стала, она не подвластна ни государству, и вообще ни одному государству это не подвластно уже, да. Сейчас даже деньги электронные появились, да, которые, опять же, никем не контролируемые, да. Оказывается, ну, вот, и сама всемирная сеть паутин, она сейчас, ну, ученые говорят, что это она независимое сознание получилось. Ну, там общество такая людей, да, миллиарды людей общаются друг с другом, и никто это не контролирует, не сможет контролировать. Невозможно это контролировать, что происходит с миром. Да. И она, вот эта информационная сеть, становится другим сознанием вне человека. Человек – это физическое лицо, а это всемирная глобальная сеть. Вот это проблема, да. И вот насчет проблемы отрыва языка, да, рядом сидят и через телефон разговаривают. То есть это происхождение, вот это сознание и вот литературного языка или образного языка, она исчезает в контакте, да. И какой-то вот символический язык получается, да, знаками, символами. Правильно же? У нас эмоции выражает, да, эмоции выражает, да, смайликами и так далее, да, и так далее, да. И вот, то есть письменный язык переходит в другой, ну, формат, да, другой формат. И вот эта проблема. Грамотность. Да, грамотность сейчас будет да, знаками, символами. То есть обратно в Древнем Египте так и было, на самом деле, да. Вот это иеретическое письмо, да, вот это символами, знаками, животными и так далее, вот они так и разговаривали. Писанец до появления алфавита, да, букв, да, это иероглиф, это промежуточное еще, да, еще иеретические вот, знаками, символами только разговаривали в Древнем Египте, да, письмена, да. Ну, это, и вот, а до этого человек-то обратно, если по истории пойти, да, он же наскальные росписи, вот которые вот таких тысячи рисунков у нас наскальные росписи, да, древние времена на скалах мы изучаем же, да. И вот это, они, ну, свои мысли, наши коллеги, да, тогда в древности вот оставляли свои знания и так далее. И вот только что сейчас вернулся из Кемерово. Из Кемерово, и там был семинар художественных училищ, а мы попросили сводить там, это Сибирь, самые реки Томи, находятся там томские писани, так называемые, там археологический музей есть, это прекрасно и так далее. И 4-6 тысяч лет назад наши предки в Сибири жили и это рисунки оставили. Да. Там солнце есть,
олени есть, обряды есть, сцены охоты есть и так далее, да. Вот то, что жизнь окружает, вот они это и рисовали, да. И вот что интересно, а современные вот это жители Томска, они вот знают, что там есть, да, а сути не знают, да, содержания не знают, почему так они делали, не знают, да. И вот это же, говорят, томские песенницы, вот это экскурсовод рассказывает нам, говорит, а это же обрядовая гора, там сцены религиозные эти происходили же, обрядовые, это же целая культура, пласт культуры была. А это же сейчас не изучается там, в школах и так далее, да, того местности. Никто не изучает, а просто как музейные, через музей пропагандируется только. Понимаете, да? Поэтому в современном мире вот, молодежи разрыв с природой больше появляется, да? Ну, не уединяются. Современные городские жители с природой только на шашлыки 9 мая, да? На шашлык только, а это генетически они чувствуют, что это вот притягивает. Зимняя жизнь, вот в квартире, бетонных шкатулках, да, мы живем, и это они же чувствуют, что природе надо весной, поэтому все рвутся к природе, да. И вот правильно наш религиозный праздник, да, вот, когда во время первого лета, да, солнцестояния, лето начинается, Дил, Новый год, Усаха, да, 22 мая, да, и Исэх, национальный праздник, да, самый, когда пик освещения солнца, да. И это все мы сохранили это. Сохранили. Когда мои друзья и так далее приезжают сюда из центральных регионов и так далее, даже из Сибири, они нами восхищаются, что вы корни имеете, да? Корни имеете, древними традициями и так далее, да. И вот если вот так схематично, если нарисовать, да, вот Олонхо, мне пришлось разговаривать, ну, многие говорили, что это члены правительства, известные люди, да, я не буду говорить, да, но они говорили, что это вот Олонхо, вот декада Олонхо, у нас Олонхо стал это шедевром устного нематериального человечества там и так далее, да, и говорит, а сейчас как век компьютера, какая тут эта связь? Это, говорит, тупиковый вариант, мне говорили, да, известные люди, да, тупиковый вариант развития. А я говорю, это Олонхо, она через язык, опять же, язык, да? Это же интернет будущего, это ценный молодец, это информация, сохраненная информация. Можно в современном языке, ну, мире по принципу Олонхо тоже можно жить. И даже иметь влияние на весь мир можно влиять через это, да. Я считаю, что вот когда вот очень большие, хорошие, ну, даже высказывания американских астронавтов, знаю, да, которые они слетали там и так далее, да, видят, что это проблемы это экологии мира, да. И говорит, такой земной, серединная земля оказывается такая маленькая, что сейчас, если вот жить как американец, да, весь мир будет 7,5 миллиардов человек жить как американец, да, то 4 земных шарика нужно. Значит, это современная жизнь, да, вот гламурная, цивилизационная жизнь, она это тупиковый вариант развития. Получается, да? Нельзя так жить. И другая цивилизация, вот это древняя индийская, сейчас вот эта вот, восточная цивилизация говорит, человек должен жить посредством. Если жить вот все время экономически, да, вот это брать у природы и ничего не отдавать и так далее, да, сейчас национальные корпорации и так далее, все владеет всем миром, экономикой мира, да, и так далее, да. Это вот тупиковый скоро исчезнет это. Это поняли все передовые умы мира, да, поняли. Но нельзя, ну, как, не знают, как остановить это колесо, которое в свое время было, ну, человек должен брать от природы и вот экономически себя вот, возвысить среди других. И мы даже человека, цивилизация сделала даже Богом человека. Богом сделала человека. Вот ошибка, да. Это вот начало 2000-го, 2000 лет назад, да, вот, с участием там, ну, древней
от Древнего Египта с участием древних евреев и греков, да, создалась эта вот цивилизация западноевропейской культуры, да. Культуры, которая науку, математику, все развивалось и перешла к тупиковому варианту развития. Да. Шарик-то маленький оказался, да. Да. А что делать сейчас? Сейчас разные методы, сейчас болячки разные, паразиты разные распространяют. Хотя есть много ученых, которые создают всякие бактерии и так далее, да. Мы это все знаем, да. Но вот это американский астронавт очень сказал, да, как первородной религии верующий человек сказал, что это мы все дети природы, да, и мы таком, вот это самая нравственность, вот это, нравственность это начинается с этого. Кто делает во вред природы, он безнравственный человек, не духовный человек, да. То есть верующий человек природа первична, человек дитя природы. Вот такая позиция, она порождает новую мысль цивилизации, да. Поэтому мы должны, эти идеи распространять. Это как раз нашей вере саха соответствует же. Мы так и все испокон веков жили так, да. То есть мы изначально первородной религии переданные люди были. Хотя у нас фамилии это другие, да, но это не противоречит, да. Вот настоящий Саха, может быть, это сейчас на территории Республики Саха все классические веры образовались, да, церкви построены, да, католическая церковь имеется, православная, армянская церковь имеет, буддийские датсаны есть, мусульманские мечети есть, да, уже, да, и вот это поэтому все хорошие религии, они, если по этому принципу, как по Оламко говорится, да, что это все братья и так далее, да, то мы единой крови братья должны жить, не вредя природе. Мы дитя природы, тогда мы все, первородная религия, она не ошибается, да, не ошибается, она естественная. Логика естественной природы, да, всегда должна преобладать. Да. И тогда многие кризисы и конфликты исчезают, да, просто-напросто могут исчезнуть. Да. И вот мы, носители, оказывается, такой великой древней веры, Итагаль, да, небо, голубое небо и белое солнце, которое дает жизнь, да, даже в такой самой суровой точке мира, да. И у нас это будущее всей планеты, это зависит от наших отношений нашей территории, да, Арктика и так далее. Да. Спасибо за очень интересный, содержательный рассказ о религиозно-философской карте мироздания. Это уже труд получается скольки лет у вас? Если бы я учился не на художника, да, но вряд бы это нарисовал, да. Но она, и вот, как бы сказать, это знание всей моей жизни, получается, я его, превратил в схему, да, пытаясь. И она многим начинается, даже одна находит отклик, да? Даже одна народная мастерица меня попросила, да, карту разрешения попросила у меня. Она вышла все эти буквы, да, схему, и она дома Оламко в Нижнем Бестяхе подарила, да, большой ковер сделала. Эту карту превратила шитьем. Это же убежденный человек в согласии с этой идеей, да, только так может поступить, да. Или вот этноусадьба Атласов. Друг Василий Николаевич Атласов, да, он говорит, баннер сделал 3-метровый там своей территории, там, и всем рассказывает, пропагандирует, да, и все интересуются, и мне звонят тоже, да, многие, да, и разные люди звонят, и это интересуются этой картой, да. Да. Хорошо. Спасибо. Ага, спасибо. Угу.